Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр для своего телефона или планшета. Но это так, спойлеры. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайт. Ставь лайк, если смотришь с телефона. Посмотрим, сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чайку. Ну а перед началом ролика, мне кажется, что все привыкли к РМП и сампу. Но сейчас я покажу реально новую игру в жанре РП. One State. Это первая отдельная РП игра, где все сделано с нуля на своем движке. Игра реально отличается от всех игр такого жанра тем, что тут очень много разных возможностей. Огромная карта для исследований, на которой расположено несколько городов с самой разной местностью. Играйте, исследуйте и катайтесь с тысячами других игроков по всему миру с полной свободой действий, без каких-либо ограничений. И еще тут имеется голосовой чат для общения с игроками. Прижмитесь к обочине. Захожу на таран. 5-й. Он ваш. Принял. Центр. Подозреваемый прорвался. Также есть возможность выбрать тачку на любой вкус. Все автомобили можно тюнинговать. Да и к тому же в игре можно строить карьеру, например, развивать свой бизнес или почувствовать атмосферу работы таксистом и дальнобойщиком. Игра сделана с нуля. В ней совершенно новый уровень физики и графики. One State есть как на Android, так и на iOS. Можно спокойно играть с друзьями с разных устройств. Она совершенно бесплатная, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивать One State по ссылке в описании уже сейчас. Будем вместе играть. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод в подарок. Поспеши скорее забрать. Окей, как по мне, это просто сумасшедшая игра. Там есть все: вестерн, фантастика, неоновые огни, задания, битвы с боссами и даже добыча лута, как в РПГ. А ты играешь за клона, которого вернули к жизни, чтобы спасти мир от роботов. Как тебе? Круто, да? Тебе предстоит биться на разных картах, выполнять миссии, улучшать своего героя, его оружие. А еще тут много причудливых орудий в стиле киберпанк. И все выглядит правда интересно. В общем, если ты любишь необычные игры, то эта игра тебе точно понравится. Она выглядит атмосферно и напоминает ту же Space Marshal, но это только добавляет и очарование. Так что давай, не теряй времени и бросай вызов этим роботам. А скачать ее без привязки к Netflix можно будет уже у меня в телеграм-канале. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Это невероятно захватывающая игрушка, в которой ты будешь играть роль некомпетентного хирурга, боящегося даже своей тени. Тебе придется выполнять самые сложные операции, пересаживать сердце, почки и даже мозги, используя неуклюжие инструменты и дрожащие от страха руки. Все может даже происходить в условиях, когда ты находишься в машине скорой помощи, движущейся на бешеной скорости, или в других не менее необычных ситуациях. Но самое интересное в этой игре – это ее чудный черный юмор и забавные отсылки. Будь готов к нелепым ситуациям и безумным испытаниям. Тебя ждут каждый раз новые миссии, которые как минимум заставят попотеть. И как по мне, это делает игру полноценным симулятором довольно странного хирурга. В общем, не упусти свой шанс стать настоящим хирургом и пройти все испытания, которые ждут тебя тут. А скачать ее можно все там же, да, Телеграм внизу, ссылка. Можешь, пожалуйста, передать привет Кириллу? Кириллка, привет тебе! Братишка, если ты тоже хочешь попасть в ролик, напиши какой-нибудь интересный вопрос, ну или просто передай себе привет. Если ты всегда мечтал стать настоящим героем и получать за это награды, то я знаю, как это сделать. Это игра, где ты сможешь прыгать, искать нужные вещи и сражаться с другими игроками со всего мира, ну или с друзьями. Это необычный шутер, где ты сможешь выбрать любой из режимов, будь то битва всех против всех или командное сражение, и даже королевская битва. Что самое забавное, сражение тут длительностью около 7 минут, так что у тебя будет достаточно времени, чтобы проявить свои навыки. Или не проявить. В целом, кто соскучился по необычным шутерам, советую поиграть. Здесь ты не просто гонишься за первым местом, но и можешь таранить другие машины, чтобы выйти победителем. Но не забывай, что твоя машина тоже может получать урон, и ты можешь проиграть.
Сама же игра выполнена в ярком и динамичном стиле, с отличной физикой и отсылкой к Flatout. Ты можешь собирать и модернизировать свою коллекцию авто. Их пока не так много, но игра частенько обновляется. И самое интересное, здесь ты сможешь уничтожать разные объекты на пути, включая, как ты, наверное, уже понял, машины соперников. Тут большое количество локаций, где ты сможешь проявить свое мастерство на высоких скоростях и стать настоящим чемпионом гонок. Так что не дай другим сломать тебя. Действуй первым и побеждай. Это прикольная игрушка, созданная по мотивам той самой Among Us. Тут тебя ждет множество разных персонажей и ролей, которые ты можешь выбирать и тренироваться на них. Игра очень динамичная. Тебе нужно выполнять задания, если ты член экипажа, или уничтожать всех, если ты самозванец. В игре есть голосовой чат, чтобы общаться со своими сокомандниками и принимать стратегические решения. А еще можно играть со своими друзьями, и это довольно весело получается. Играть можно в разных режимах и на разных картах, чтобы сделать игру еще более интересной. В каждой катке может участвовать до 9 игроков. В общем, это игра, которую стоит попробовать, если ты любишь командные игры с элементами вот тех самых головоломок и стратегии мысли. А если попроще, то это просто мафия. Это крутой симулятор оффроуда. Тут куча сложных трасс и ландшафтов, и только настоящие внедорожники смогут пройти их. И у нас есть масса вариантов, какой транспорт выбрать, от маленьких уазиков до огромных грузовиков, типа КамАЗа или Зила. Но что самое крутое, чтобы разблокировать все эти машины, нужно выполнять миссии и перевозить грузы, проезжая по самым разным трассам и препятствиям, например, по каменистой дороге, болотам, лесам. Тут увидишь все, что связано с внедорожьем. Постарайся не застрять, хотя и на этот случай тут есть лебедка, с помощью которой ты сможешь выкарабкаться даже из самых сложных болот. И, конечно же, в игре есть мультиплеер, чтобы можно было соревноваться со своими друзьями. Однажды вы очутились на неизвестной планете, где вам предстоит стать егерем из элитного отряда охотников и вернуть украденный артефакт и исследовать эту загадочную планету. Как во всех подобных играх, вам нужно создать уникального героя и выбрать его класс. Затем вы будете отправлены на выполнение заданий, где вы сможете увеличить мощность своего персонажа и экипировать его крепкими доспехами и оружием. Сражения на этой планете проходят очень динамично. Вы будете уворачиваться от атак врагов и наносить им мощные удары. И, конечно же, не забывайте про других игроков, с которыми вы сможете атаковать монстров или проходить целые подземелья. А игровой мир отличается своими размерами, где можно свободно исследовать и путешествовать. К особенностям игры можно отнести детализированный редактор персонажей и множество разных боссов. Рассказать о приключениях принца Персии можно по-разному, но я скажу так. Принц вернулся домой в Вавилон после долгих странствий, и там его ждала настоящая беда. Королевство разрушено, а Кайлина стала жертвой коварного заговора. Принцу удалось найти ее, но он не смог спасти ее от казни, что вызвало непоправимые разрушения в мире и призвало темного принца, который начал овладевать им. Сможет ли наш герой победить своего жуткого противника? Игра даст ответ на этот вопрос, но при этом он встретит немало интересных персонажей и переживет захватывающие приключения в этом мире. Как ты уже, наверное, понял, игра работает через эмулятор PSP, а скачать его и саму игру можно все там же. Описание, телеграм-канал. Лайт, вопросик от меня. Какие ты любишь игры на свой вкус? Братишка, как ты уже, наверное, заметил, это в большей степени экшен-игрушки. Кстати, а какие жанры игр предпочитаешь ты? Напиши в комментариях, будет интересно почитать. Это неофициальный фанатский порт Амнезии. Вы когда-нибудь слышали о заброшенном замке, где бродят призраки из прошлого? Нет? Тогда расскажу вам историю об этом месте. В этом замке живет Даниэль, главный герой, который потерял свою память. Он нашел записку, которая говорит о том, что он сам забыл свое прошлое, чтобы избавиться от ужасных воспоминаний. Теперь ему предстоит пройти через множество испытаний, чтобы найти выход из этого места. Однако не все так просто. Замок полон загадок и тайн, которые нужно разгадать, чтобы выбраться. Даниэль должен пройти через многочисленные лабиринты, решить разные головоломки. Все в этом замке напоминает о мистическом прошлом, и каждый его уголок кажется жутким и необычным. Кто знает, что может произойти за следующим углом. Может, там будет что-то, что заставит ваше сердце замирать от ужаса. Игра напряженная и затягивающая, но будьте осторожны. Замок хранит множество тайн,
тайн, и не все из них должны быть раскрыты. Хочешь погрузиться в мир абсолютного хаоса и разрушений? Тогда тебе обязательно нужно попробовать эту игру. Это не просто песочница, а настоящий праздник разрушений. Здесь нет никаких правил. Вы можете делать все, что хотите. Никаких ограничений, только воображение и ваше желание поразвлечься. А в вашем арсенале будут десятки видов оружия и разных предметов, которые можно использовать как угодно. Но если вам не хватает адреналина, то просто берите под свой контроль любую машину и катайтесь по трассам, перепрыгивайте через всякие препятствия. Конечно же, на вашем пути встретятся и другие персонажи, но не волнуйтесь, не все они такие уж и опасны, хотя иногда могут попытаться навредить вам. Но знайте, что вы всегда можете ударить первым. И самое крутое, все в игре можно ломать и разрушать. Взрывы, столкновения, полеты в воздух. Все это выглядит действительно эпично, особенно если учесть простую пиксельную графику. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Станьте частью большого фермерского мира. Здесь вы найдете более сотни разных видов техники и инструментов, которые помогут достичь заветной цели, а именно процветания вашей фермы. Выглядит на самом деле очень круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И как обычно, всем пока-пока.